Наши якутские дети, дети Якутии, очень талантливы. Дело в том, что я пожил до 30 лет в 5 регионах страны. 25 лет я провел за пределами нашей республики, с 4 лет почти до 30, и окончил, можно сказать, знаменитую школу имени Колмогорова при Московском государственном университете. Закончил самый сложный его факультет, механико-математический. Там же защитил кандидатскую диссертацию и много общался с самыми талантливыми детьми со всей страны. И когда здесь, уже работая в университете, я много работал со школьниками и убедился, что вот наши дети ничуть не уступают, а во многом даже превосходят тех детей, с которыми я вот по жизни имел дело вот в таких выдающихся образовательных организациях. Да? Многие дети, с которыми я работал, мои ученики или, можно сказать, подопечные, имели очень хороший успех в разных олимпиадах, конкурсах, чемпионатах российского и даже мирового уровня. И закончили многие из них уже ведущие вузы страны, некоторые работают за пределами республики, даже за пределами нашей страны. Многие у нас в республике стали такими ценными, востребованными специалистами. Поэтому я думаю, что вот наши талантливые дети должны иметь все возможности для своего развития. И работая в учреждении для одаренных детей Малой академии наук, будучи министром образования и науки республики, всегда старался уделить этому самое большое внимание, чтобы каждый ребенок мог максимально раскрыть свои способности. И вот, собственно, работая сегодня генеральным директором целевого фонда будущих поколений, я уже по-новому, с новыми инструментами подхожу к своей миссии, да, и имею уже ресурсы компаний, бизнеса и многих социальных партнеров. Мы делаем все возможное, чтобы каждый ребенок максимально смог раскрыть себя. Мы верим, что можем вместе, нашими совместными усилиями, сделать каждого ребенка республики успешным. Вот получается, что мы говорим о столетнем таком периоде, как довольно-таки о дальней перспективе, считая, что через 100 лет, возможно, все наши мечты, все то хорошее, что мы считаем возможно, это сбудется. Но при этом 100 лет на самом деле не такой уж большой отрезок. Я, проживший уже больше половины этого срока, сейчас отчетливо себе это представляю. Конечно, технологии развиваются стремительно, но тем не менее мысли людей, культура, ценности, они достаточно стабильны. Ну, если говорить о том, что же в конце концов будет через эти 100 лет, да, то я думаю, что если мы сможем добиться наших целей и задач сегодняшних, то мы можем прийти к тому, что республика наша станет процветающей в составе нашей страны. Но тут, наверное, надо смотреть еще и немножко шире. Все же страна, она не может существовать отдельно от всего мира. Мы уже знаем, какой маленькой выглядит Земля из космоса. Это маленький шарик, где, кстати говоря, наша республика занимает довольно-таки значительную территорию. Вот. При этом мы занимаем территорию именно ту, которая является нетронутой. То есть примерно 10% всех мировых вот таких территорий, да, самых нетронутых,
это на территории республики. Поэтому мы, в принципе, такой народ, который ответственен за эту территорию. Ответственен за эту территорию, ответственен за то, что будет происходить в экологии этой республики. И к тому же у нас получается самая значительная часть вечной мерзлоты, мировых запасов, да, которая влияет непосредственным образом на климат, на глобальное потепление. И, можно сказать, фактически мы хранители этой вечной мерзлоты. И это накладывает такую особую ответственность на нас, да. И, может быть, мы это только начинаем сейчас осознавать с такой вот ясностью для себя, да, что от того, как мы здесь сохраним нашу природу, будет зависеть то, как мы будем жить вообще, как вся планета будет жить, да. Ну, кроме того, понятно, что мы здесь люди достаточно уникальные по своей культуре, по своему менталитету. И вот в том разнообразии народов, которые имеются во всем мире, и которые, к сожалению, сегодня теряется, люди становятся, ну, можно сказать, людьми мира и, в общем-то, мало друг от друга отличаются. Жители там на одной точке Земли, на другой точке Земли. Но думаю, что все-таки будущее за тем, чтобы различные народы все-таки имели свое лицо, свой язык, свою культуру. И поэтому вот сегодняшние наши такие тенденции к утрате своих родных языков, да, своей культуры за счет такой значительной урбанизации, которая у нас происходит, да, эти тенденции, я думаю, вполне возможно преодолеть в ближайшие тоже лет 25. Вот. И в дальнейшем прийти к тому, чтобы такая современная жизнь в городе и традиционная жизнь в деревне, они как-то могли сосуществовать. Вот я считаю, что будущее все равно за образованием. И именно изменения в образовании должны привести к тому, что дети будут воспринимать мир не как отдельные кусочки разрозненные, да, а как что-то целое. При этом это целое, оно должно состоять из каких-то уникальных частей. И в том числе каждый народ, он уникален. И эта уникальность, она не должна быть растворена. То есть в том числе мы, проживающие здесь на территории нашей республики, должны сохранить свою культуру, свой язык. И это понимание, я думаю, станет скоро уже всеобщим каким-то таким достоянием. И технологии позволят, даже вот не имея такой активной языковой среды, которую мы сейчас, например, имеем например, в якутском языке, да, все-таки суметь овладеть своим родным языком. Как показывают исследования, наши дети, они становятся более успешными тогда, когда все-таки они овладевают родным языком первым. То есть если он заговорил на языке своей матери, то этот ребенок, он растет более таким спокойным, уверенным в себе, успешным человеком. Если говорить о форматах образования, да, то я бы сказал, что вот тот нынешний формат образования, когда ребенок приходит в школу и там, 11 лет учится, он, я думаю, будет постепенно отходить, и будут различные форматы образования. Даже у нас в республике есть возможность за 6 лет окончить школу. Вы знаете школу Алексеевой, да? И эти дети успешно учатся потом в ведущих вузах страны. То есть на самом деле, как говорят, будущее уже здесь, просто оно недостаточно распространено. Поэтому вот я думаю, что образование станет более открытым. То есть можно будет получать навыки, знания, умения
не только в пределах вот одного учебного заведения, да, но иметь возможность получать это все и вокруг себя. Я думаю, что люди через 100 лет станут гораздо более свободны в перемещениях. То есть даже вот то, что мы сегодня вот много уделяем внимания, там, допустим, дорогам, да, вполне возможно, что у нас в республике не нужны будут дороги. То есть вот летательные аппараты это уже сегодня есть, и через какое-то время это станет обыденностью, да. И, соответственно, перемещение также за пределы республики это тоже станет такой обыденностью. И форматы обучения вот именно дистанционные, они приблизятся к реальным. То есть можно будет обучаться, общаться со своими там одноклассниками, с педагогами и так далее, точно так же, как общаешься физически, с физическим присутствием. Да? Поэтому я думаю, что здесь вот именно как раз-таки технологии, да, позволят человеку быть гораздо более свободным. И в учебе, и в работе, и в проживании. Я думаю, технически будет решено то, что человек может перемещаться, во-первых, без таких больших затруднений. То есть он может быть сегодня здесь, в Якутии, в городе Якутске, завтра он может быть у себя на родном Аласе, значит, общаться с природой, а послезавтра где-нибудь там в Америке, значит, смотреть на Ниагарский водопад, да? Или встречаться с партнерами по бизнесу в Лондоне. То есть я думаю, что вот такие вот перемещения, они станут гораздо более такими свободными. Так, это первое, физические перемещения. Но кроме этих физических перемещений, еще виртуальные перемещения, оно станет гораздо более качественным, да? Я думаю, что и онлайн-технологии, технологии онлайн такого общения, да, и технологии, позволяющие человеку физически перемещаться в пространстве, они вырастут существенно, и это повысит качество нашей жизни, качество нашего общения. Ну и понятно, что вот сейчас многое, значит, говорят об искусственном интеллекте, то есть о том, что все будет автоматизировано, роботизировано и так далее. Да, действительно, это стремительно, значит, нарастает, да. Может быть, даже когда в тот момент, когда я сейчас что-то говорю, происходит что-то новое, и, соответственно, новые возможности появляются, да. Вот. Но при этом именно вот человеческое общение, да, эмоции и какое-то творчество, сотворчество, да, оно, я думаю, еще долго будет такой нашей большой ценностью, да, которая, ну, будет востребована. То есть не все возможно заменить такими каким-то искусственным интеллектом. Если говорить еще и о науке, о технологиях, то сейчас такое бурное развитие идет еще и у психологии, да, у, значит, науки, связанные с такой интеллектуальной деятельностью, с креативной деятельностью, с, значит, изучением деятельности мозга. Я думаю, что мы через 100 лет уже подойдем близко к тому, чтобы действительно уметь раскрыть весь потенциал человеческого мозга. Вот. И не только потенциал, а может быть его и нарастить. При этом искусственный интеллект будет нам таким, так сказать, инструментом для того, чтобы человек мог стать, ну, условно говоря, всемогущим. И это каждый человек.